Параллельно работе Михаил занялся и волонтерской деятельностью, сбором гуманитарной помощи и дополнительного снаряжения, памятуя о том, как самому приходилось тяжко без дополнительного обмундирования на фронте. Ну, сын там же, поэтому нас же тоже надо оснастить, там, готовить, да, там, чтобы он говорил, что наступление идет, и поэтому я пошел к коммерсантам, разговаривал, рассказывал, да, и очень многие, вот это, которые магазины имеют, да, они мне очень помогли, да, помогли. Сын тоже в виде обращения делал, спасибо, поздравлял. Там, ну, чтобы покупать там генераторы, глушители, глушаки, там это, короче, чтобы туда зайти тоже. Он в разведке был же, поэтому я начал уже отсюда уже снабжать. Желая обучаться и развиваться, Михаил подал документы в программу «Время героев». Удачно прошел отбор и обучение. Но хотелось чего-то большего, с большей вовлеченностью и погруженностью. Телевизор смотрю. Якутия, земля героев. «Время героев» тоже было, Якутия, земля героев. Да, невзначал, короче, сперва. А потом жена говорит, ну, Якутия, земля героев, кадровые резервы там. Очень интересно же, говорит. Ты «Время героев» уже участвовал, у тебя же все равно все есть там. Короче, может, поучаствуешь, говорит. Ну, смотрю. Давай, говорю, сделаем. И, короче, начал уже регистрироваться, там это. Уже вопросы, уже первый этот прошел, второй прошел, короче. А потом собеседование приезжал здесь, в городе. В июне, по-моему, было. Ага. Мне позвонили, сказали, вы, короче, участник кадровой программы «Якутия, земля героев». Приезжайте. Вот. Приехал, вообще удивился, очень вообще красиво было. Как только пришли, нас встретили вообще так. Приятно было, уже форму дали, там, бейсболку, форму. Ну, организовано было очень в высшем уровне. Мы уже поняли, что мы нужные люди. Да, мы должны вот гордиться, что вот выбрали нас Якутия, земля героев, там, да. И сейчас уже начинается вот учеба, стажировка, там вот это. Ну, очень интересные беседы проходили, потому что первая уже лекция была глава республики Арсений Сергеевич Николаев сам рассказывал, поблагодарил нам, ну, спасибо сказал и, самое главное, пожелал удачи. На проекте Михаил оказался в компании интересных и успешных людей, где каждый готов был поделиться друг с другом своими знаниями и умениями и вместе работать над счастливым будущим республики.